В эти дни в Калмыцком государственном колледже нефти и газа началась приемная кампания, а также в самом разгаре выпуск специалистов по направлениям подготовки. О том, как готовят новые кадры для одной из самых востребованных отраслей и какие профессии получают, расскажем в следующем видеоматериале. Выпускник Калмыцкого государственного колледжа нефти и газа Савр Сангаджиев 4 года обучался по специальности разработка нефтяных и газовых месторождений и на отлично защитил свою дипломную работу. За время обучения в числе лучших студентов побывал на одном из крупнейших нефтегазовых предприятий нашей страны. Практические занятия в компаниях позволяют не только набраться опыта, но и трудоустроиться. За эти 4 года я получил множество знаний по своей специальности. Учителя тут хорошие, замечательные, очень помогают в сложных ситуациях и дают хорошие знания. Наш колледж отправлял наших студентов в Новый Уренгой на практику на месяц. Там они используют свои теоретические знания на практике, познакомились со многими людьми и узнали много нового. Зарплата внушительная была. Это буровики у нас были. Теперь мы планируем послать в Красноярск Роснефть-бурение. Они будут работать, это сварщики, 5 человек. Вот, там тоже приличные зарплаты, там по 130, по 150 тысяч они, нам обещали, сварщики. Тоже будем посылать, готовим туда этих ребят. Вот, налажим контакты, налажим. Теперь сейчас у нас на Обскую губу есть такая фирма «Хамдан» калмыцкая. Они работают сейчас в Дагестане. Вот, ребята недавно у нас были, представители этой компании. Вот, им вообще там 100 человек надо. Вот, поэтому, начинаем сотрудничать и надеемся, что у нас получится. Учеба в колледже нефти и газа дает возможность растить собственные кадры профессиональных нефтяников для топливно-энергетического комплекса республики, отметили представители Министерства природных ресурсов и окружающей среды. Специалисты нам будут нужны. В данный момент сейчас у нас идет очень большая разведка, геологическая разведка. Вот они, знаете, открытие месторождений у нас там Бимбаева. 2 открытых было. Сейчас в этом году планируем компания Калмнефтегаз или Калмтатнефть запустить в эксплуатацию Каспийское месторождение. Опять будут рабочие места. И да, я думаю, нужно, конечно. Это кузница кадров будет. Среднеспециальная, рабочая специальность. Конечно, нужно это все. Кроме того, в образовательном учреждении в самом разгаре приемной кампании. Ежегодно свыше 400 абитуриентов становятся студентами колледжа. Набор осуществляется по специальностям: разработка нефтяных и газовых скважин, бурение нефтяных и газовых скважин, монтаж и эксплуатация промышленного оборудования по отраслям. Кроме того, колледж готовит экономистов, бухгалтеров, сварщиков, техников, программистов. На сегодняшний день в стенах нашего колледжа выпускается 122 выпускника. Также у нас выпускается 55, это в Малых Дербетах, филиале БПУ РК КГНГ. И 61 у нас выпускается в поселке Большой Царын. Наш колледж реализует 12 программ специальности среднего звена и 8 программ квалифицированных рабочих служащих. Одними из приоритетными являются специальности, связанные с нефтяной отраслью. Это бурение нефтяных и газовых скважин и разработка нефтяных и газовых месторождений. Также у нас, если брать профессии квалифицированные рабочие служащие, то одним из приоритетным является профессия сварщик. Ребята очень любят обучаться этим сварочным технологиям. С этого года срок их обучения сократился согласно федерально-государственным общеобразовательным стандартам. Получила знания по менеджменту, больше узнала вообще о торговле, что такое. Как отмечают преподаватели, все условия для обучения созданы. Имеется общежитие на 100 мест, цеха оборудованы современным оборудованием. Ежегодно десятки студентов участвуют в различных республиканских и всероссийских профессиональных конкурсах и занимают призовые места. Кроме нефтегазовой отрасли, где конкурс всегда высокий, еще одним востребованным направлением является профессия сварщика. А в этом году планируют впервые открыть и швейные мастерские. Набор будет осуществляться по 2 направлениям – портной и закройщик. Светлана Джива, Борис Анжураев. Информационная программа «День Республики».